Врачная сторона, есть у вас вопросы? Самат Хаштубекович, есть у вас вопросы касательно? Вопросов нет. Уважаемый судьи, ваша позиция понятна? Присаживайтесь. Аманов Акбар Бахтыбекович, вы будете выступать? Пожалуйста. Предоставляется слово второму представителю омбудсмена Аманову Акбару Бахтыбековичу. Здравствуйте, уважаемые судьи Конституционного суда, участники судебного заседания. Хотелось бы начать с того, что институт Ахайхачи поддерживает ходатайство гражданина Теплякова и считает оспариваемую норму неконституционной и противоречащей части 1 статьи 61 Конституции, а также частям 2 статьи 56 и части 5 статьи 29. То есть данной нормой был исключен механизм защиты прав потерпевшего и его интересов на возмещение материального ущерба. То есть таким образом отмена данной нормы, которая установила обязательства по возмещению материального ущерба, причиненного неправомерными действиями, она привела к возможности уклонения, то есть обвиняемого от ответственности, что в свою очередь противоречит самому принципу неотвратимости наступления юридической ответственности. Таким образом, данное право было умалено, что, по нашему мнению, противоречит части 2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Кроме того, хотелось бы отметить, что данное право предусмотрено частью 5 статьи 29. То есть оно прямо прописано в Конституции, что потерпевшие имеют право на возмещение материального ущерба, которые были причинены неправомерными противоправными действиями. Кроме того, согласно статье 8 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Вместе с тем, отмена части 3 прим. 1 статьи 26 УПК КР от 2017 года не позволяла в полной мере потерпевшим воспользоваться своим правом на судебную защиту, которая, в свою очередь, предусматривает предоставление гарантий защиты нарушенных прав, а также их последующее эффективное восстановление. То есть в самих вопросах судопроизводства общей юрисдикции институт истечения срока давности предполагает свое применение при утрате общественной опасности, совершенного противоправного деяния с течением определенного времени. Да? Но в данном случае оно не устраняет последствия, то есть, которые были причинены преступлением. То есть потерпевший, по сути, был лишен своей собственности, то есть своих материальных средств, и не восстановил свои права. Так, кроме того, в решении Конституционной палаты от 19 марта 2014 года было отмечено, не буду повторять, уже много раз читали это, мы считаем, что данная правовая позиция относима к ситуации по делу гражданина Теплякова. То есть мы неоднократно проводили мониторинг судебных заседаний по данному делу. Мы наблюдали, что в судах общей юрисдикции мнения разнятся относительно данной правовой позиции, и не все придерживаются ее, к сожалению. Вместе с тем, хотели бы отметить, что мы считаем данную правовую позицию верной, отражающей интересы правосудия. И думаем, что было бы неплохо, конечно, обратиться в пленум Верховного суда по вопросам создания единообразной практики. Так, кроме того, оспариваемая норма привела к последствиям невозможности возмещения материального ущерба потерпевшими гражданами, а также к возможности обвиняемого уклонения от ответственности. То есть это противоречит самому принципу неотвратимости наступления юридической ответственности, а также не позволяет потерпевшим реализовать свои права на судебную защиту. Кроме того, умаляет их права на возмещение материального ущерба. Также хотелось бы отметить относительно
применения обратной силы закона. Мы думаем, что это возможно. При этом стоит принять во внимание тот факт, что, во-первых, это улучшит положение потерпевших граждан, но также ухудшит и положение обвиняемой стороны. То есть, возможно, придет к тому, что будут пересмотрены дела по вновь открывшимся обстоятельствам, уже прекращенные. Но при этом, смотрите, по сути, по содержанию данной нормы здесь нету никакой ответственности у обвиняемого. То есть просто по основанию истечения срока давности оно прекращается постановлением. То есть, если данная норма будет оспариваемая, признана неконституционной, у обвиняемых лишь появится ответственность. Она не будет ухудшена, отягчена, она лишь появится. У меня все, спасибо.